В борьбе с раком решающее значение имеет время. Чем раньше обнаружили недуг, тем больше шансов его преодолеть. Именно поэтому в последние 3 года раннему обнаружению онкологических заболеваний в Коми уделили особое внимание. Во-первых, теперь жителям сел и деревень не надо ехать за 3-9 земель, чтобы попасть на прием к онкологу. Достаточно прийти в онкокабинет первичного звена Центральной поликлиники. Они сегодня работают по всей республике. В сложных случаях дать консультацию посредством видеосвязи готовы специалисты Сыктывкара. Кроме того, в рамках федеральной программы регион получил новые аппараты для диагностики и лечения. С недавних пор наши онкологи начали проводить лапароскопические операции. 40 лет в этом году в онкологической службе Республики Коми. И то, что было тогда, когда я пришла на работу, и то, что сейчас, это, конечно, небо и земля. Если раньше больных с 4-й стадии заболевания онкологического это было приговор, то теперь они проходят все лечение, то, которое нужно на современном уровне, и никто не списывает их в разряд не подлежащих лечению. И главное, у онкобольных улучшилось качество жизни. Сегодня задача увеличить коечный фонд в радиологическом стационаре. Наши онкологи ждут не дождутся строительства нового корпуса. Проект уже готов. Предполагается, что возведение здания начнется в следующем году. И все же, несмотря на все кардинальные изменения в онкологической службе Коми, ситуация с онкологическими заболеваниями в регионе остается тревожной. У мужчин это рак легкого, у женщин это рак молочной железы. К сожалению, не меняется тенденция, то есть это последние 10 лет вот эти нозологии имеют первое место. Это не только республика, это Российская Федерация, это общемировая тенденция. На сегодня мы имеем первую и вторую стадию 46%, первую и вторую стадию. Из запущенных стадий мы имеем около 35%. Медицина в борьбе с этим коварным недугом на месте не стоит, говорят участники конференции. В мире уже идет речь о создании и редактировании генома. Это когда при помощи специальной технологии можно будет вырезать определенную часть ДНК, и больной сможет излечиться. Но это в далеком будущем. А сейчас есть препараты, которые вполне способны вылечить то, что еще недавно считалось неизлечимым. Например, меланома метастатической формы или мелкоклеточный рак легких. Это препараты, которые обучают организм заново отыскивать опухолевую клетку и ее уничтожать. Так как у нас у каждого постоянно образуются какие-то опухолевые клетки, которые своевременно элиминируются человеческим организмом. Но если наступают какие-то поломки, соответственно, организм теряет контроль над опухолью, и опухоль начинает бесконтрольно расти. В России таких препаратов зарегистрировано 2. Они вошли в список жизненно важных. Сейчас осталось разработать механизм получения этих лекарств больными, выяснить, какие категории пациентов будут иметь право и по каким показаниям. Впрочем, врачи не устают повторять: уберечься от тяжелого недуга или выявить его на ранней стадии может только так называемый скрининг, регулярное обследование у врача. От рака никто не застрахован, но на ранних стадиях тот же рак шейки матки вполне можно излечить. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.